Здравствуйте! В эфире подкаст «Обжираться». Мы к вам с очень хорошей новостью. Возможно, совсем скоро в Абхазию привезут личный автомобиль Нестора Лакобы. Об этом мы сегодня и поговорим. У нас сегодня в гостях заслуженный журналист, старший научный сотрудник Абигей Манана Кокускир. Манана, здравствуйте. Здравствуй, Эсма. Расскажите, о каком автомобиле идет речь? Расскажите вообще, как этот автомобиль попал в Сухум. Ну, вот история этого случая очень интересна. Я рассказываю ее со слов Станислава Лакоба, как попал автомобиль. Дело в том, что когда была построена причальная пристань, это было в 1928 году, вот буквально через 2 года из Гамбурга, из Германии, сюда подплыл корабль, в котором находился вот этот автомобиль. Когда его выгрузили на причальной пристани, и, конечно, для сухумчан это было очень интересное событие, и они все собрались на причальной пристани. И, как рассказывает Станислав, выгрузили машину, она была вся в масле, она была вся такая, вся новенькая. И народ с удовольствием глазел на это зрелище. Но когда ее попытались завести, ничего не получилось. И в недоумении стояли, как же ее завести, собственно говоря. И в этот момент как раз на причале находился один из мастеров Лакобовского гаража. Он был немец по происхождению. Он подошел, взял у кого-то булавку и проткнул какое-то место в машине. И она завелась. Он знал, как, видимо, как человек немецкого происхождения, марку своего производства. Таким образом, машина пошла в движение, и так началась ее жизнь здесь, в Абхазии. А что за марка была? Ну, это вот штучный, так сказать, тираж был сделан. Линкольн, машина Линкольн. Кто ее привез конкретно, кому она была предназначена? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, все-таки я начну, как говорится, с самого начала, да? Дело в том, что машину эту подарил первый секретарь Армении Агаси Ханджан и католикос Армении. Подарили, Нестору Лакоба. Вопрос такой, да, не праздный. Почему именно ему? Как говорится, история... Только предполагать мы можем, нет, вот, собственно говоря, такого утверждения. Дело в том, что в 1915 году, вы знаете, что в Турции была резня армян, геноцид армян. И сами оставшиеся в живых армяне написали такое письмо, чтобы их историческая родина, Армения, приняла их, но они получили отказ. Тогда они написали вот Российской империи тогда, ну не империи, тогда уже, конечно, был советский, ранний советский период, Сочи им тоже отказала. И вот они обратились к руководству Абхазии. И вот те самые амшенские армяне, которые сейчас занимают территории нескольких сел в Абхазии, амшенские армяне, это те армяне, которые спаслись от резни в Османской империи. Я так думаю, что все-таки вот этот подарок был сделан Лакоба как подарок благодарности за то, что вот так по-человечески тепло, вот так по-человечески правильно поступил наш руководитель. Но это предположение, да? Но есть какие-то документальных нету? Нет, даже Станислав Лакоба не мог мотивировать это. Ну, вот все идет за то, что вот именно вот это была мотивация. Потому что такой автомобиль для своего времени, это была очень крутая вещь, скажем прямо. Такой автомобиль был у Сталина и у Нестора Аполлоновича. Остальной тираж был в Америке. То есть, ну, надо понять, что для своего времени это была очень серьезная такая знаковая вещь.
Дело в том, что как-то вот 2-3 года тому назад я снимала армянские села в Абхазии, и это касалось нашей Отечественной войны, они все давали интервью, и почти все они говорили, что знают, как они попали в Абхазию. Очень благодарны, как их встретила Абхазия. Очень благодарны вот за тот указ, который сделал Нестор Лакоба, будучи в 1922 году. Он был председателем наркомпроса, а потом позже он уже был председателем ЦИК Абхазии. То есть вот это звучало из уст не только одного человека, а очень многие это говорили на камеру с большой благодарностью в сердце. Ну, а как к вам попала эта тема? Мы же не случайно вас сегодня пригласили, вы же имеете к этому отношение? Значит, вот как это было? Я в курсе была, хотя я не сухумчанка по происхождению, о том, что в Сухуми где-то в частном дворе стоит лакобовский Линкольн, и что все сухумчане весь советский период ее видели. Они имели возможность зайти во двор, там, посмотреть, рассмотреть ее. Это было все до войны. После войны она благополучно пережила войну, эта машина, а после войны хозяин этой машины, то есть это человек, который имел доверенность на нее, он решил ее продать. Я сейчас не буду останавливаться на корректности того, что он сделал. Есть вещи, которые принадлежат всему народу, мне кажется. Конечно, это был неправильный шаг. Но, с другой стороны, Эсма, если бы она осталась здесь... Да, неизвестно, что осталось бы от нее. Неизвестно, что бы с ней было, понимаешь? Да. Поэтому очень важно все-таки то, что она попала туда, куда ей надо было попасть, в реставрационный центр. И так машина была продана за 4000 по тем временам. Она была продана кабардинцу. Я не знаю, вот воевал он здесь, не воевал, но он, увидев раритет такой, понял, что на этом можно заработать. Таким образом, машина попала в Москву. А в Москве вот, реставрационными работами такого уровня машин занимается только один. В городе Подольске Молотов гараж, реставрационный центр. И вот она попала туда, как говорится, куда ей надо было попасть. Прошло некоторое время, в 2006 году я находилась в Москве, ждала визу в Израиль. И у меня были 3 дня свободных. Я думала, чем себя занять? Может, поехать в музей посмотреть или выставочный зал куда-нибудь пойти. И вдруг звонок. Мне звонил Евгений Бойченко. Надо несколько слов о нем сказать. Евгений Бойченко – автор маркетингового учебника российского. Он является директором экономической школы «Мирбис» при президенте Российской Федерации. То есть это товарищ, приближенный вот, к администрации президента. Но он давний друг Абхазии. Он очень любил и любит Абхазию. Он приезжал каждый год в Лыхну в семью тарнавовцев, где он жил некоторое время, а потом уезжал по своим делам, и меня с ним познакомили. Он преподавал, читал лекции в Финляндии, в Канаде, он все время по миру ездил и читал лекции. И когда он приезжал в Абхазию, как правило, он приезжал зимой. Я ему все время говорила: Женя, а зачем вы приезжаете зимой, ведь в море скупаться, это все летом. Он сказал: нет, в море купаться я купаюсь в Сейшелах и на Бали, а в Абхазию я не за этим приезжаю. А зачем вы приезжаете в Абхазию, спросила я его. Он ответил: Эсма, ты удивишься, наверное. Он ответил: я приезжаю за человеческими отношениями. Что это значит? Что он имел в виду? Вот что он имел в виду. Оказывается, как он потом мне объяснил, вот таких теплых человеческих отношений он уже нигде не наблюдает в мире. И что я приезжаю сюда, вот приезжаю в Лыхны, сажусь в этом Тарнавовском доме у камина, меня угощают, я слушаю, как общаются люди, и я от этого
получаю удовольствие. И вы меня возвращаете к моей жизни, говорил он. И вот этот человек, который очень любит нас, нашу республику, он мне позвонил и сказал: Малала, ты не хочешь увидеть одну вещь? Вот тут одна из моих студенток говорит о том, что вот у нее в гараже стоит машина Лакоба. Ты не хотела бы ее увидеть? Я, конечно же, сразу очень серьезно встрепенулась. Я сказала, что эта машина там. Вот так началось мое с ней знакомство. Да, машина там, но надо ехать в Подольск. Это Подмосковье, совсем другой город. Я попросила свою двоюродную сестру, которая жила в Москве, у нее была машина, Фатима Анкваб, и мы с ней вот поехали совсем в другой город. Я взяла маленькую камеру, и когда я приехала в Молотов гараж, я, конечно, получила колоссальное удовольствие. Я увидела очень серьезную реставрационную мастерскую, в которой ремонтировалась машина Хрущева, Сталина, то есть вот ретро-машины, и в отдельном боксе стояла машина Нестора Аполлоновича. Вот сейчас вспоминая... Что вы почувствовали? Вы знаешь, вот вспоминая это, я помню, что мы сразу с Фатимой подошли и обняли эту машину, вот как человека. Это очень тронуло нас, и мы стали уже спрашивать, что нам сделать, чтобы эта машина вернулась к себе на родину. Директор реставрационного центра, значит, ее звали Елена Вейн, очень приятная женщина, которая сказала: да, мы бы хотели вернуть вам на родину, но вы же понимаете, что эта машина очень редкая, ретро. Для того, чтобы собрать ее назад, мы должны все детали найти. Деталей не было в России. Детали можно было найти только в Америке. И вот они, значит, смотрите, они брали человека в командировку, он ехал в Америку, в течение 2-3 месяцев он ездил по штатам, чтобы найти детали к этой машине. Да, нужные? Запчасти к этой машине. Поэтому она стала очень дорогой. Вы ее увидели, насколько она была аутентичной, и удалось ли им вот сохранить, насколько это возможно, первозданный ее вид? Или кое-что все-таки изменили? Ну, хороший вопрос. Дело в том, что, да, от машины, к сожалению, осталось всего лишь 30% аутентичности. Но я должна все-таки такую предысторию рассказать. Дело в том, что машина, ей уже столько лет, она проржавела, обивка ее рассыпалась, это же кожаная обивка. И все это надо было восстанавливать. К сожалению, вот именно сохранить то, что было при Несторе, должна сказать, что руль сохранили, именно тот руль, который возил Нестора Лакоба. А все остальное, конечно же, заменено и, конечно, не представляет собой аутентичности. Но, повторяю, оно повторяет форму крыльев и так далее. Там вот был мастер такой, Дорохов, он сказал, что мы очень постарались все воссоздать так, как оно было. Там какие-то каретные технологии, которые сейчас машины так не строят. То есть вот это все преодолевая, мастера все-таки умудрились ее воссоздать. Так, во сколько тогда ее оценили? Вот тогда Но тогда они были готовы продать ее. Да, в 2006 году эта машина принадлежала не Молотов гаражу, она принадлежала какому-то российскому бизнесмену, которому продал вот этот кабардинец. И этот россиянин решил ее воссоздать. Но из-за того, что она вот так, детали такие дорогие, ее сумма выросла в разы, и он не смог выкупить эту машину. И она осталась в гараже, частной собственностью Молотова гаража. Но Наталья Вейн сказала такую сумму – 400 тысяч евро. Это очень большая сумма для 2006 года. Это очень большая сумма, но
Вот мы с ней сели, пока она там кофе нам готовила, она сказала, вот знаете, если все жители Абхазии скинутся по 100 рублей, то эту машину вы выкупите у нас. Вот с такой, знаешь, оптимистичной, значит, целью я приехала назад. Я приехала, когда в Абхазию, я сделала фильм, его увидели все жители Абхазии, я призывала их всех быть сопричастными, как-то вот посодействовать, чтобы машину вернули назад. И передала нашему руководству, в частности, вот Сергею Васильевичу, что вот есть такая машина и так далее. Ответ был такой, что вот сейчас очень сложно, время сложное, и мы ее выкупить, к сожалению, не сможем. Ну, естественно, Эсма, я очень сильно расстроилась, но решила, что если придет время, может, когда-нибудь и придет. И вот оно пришло. Да, и вот прошло 20 лет. Как эта тема опять всплыла? За это время машину дособрали. Она полностью теперь собрана, она укомплектована. Но там же в Подольске. Там же в Подольске, в Молотов-гараже. Но поменялся мастер. Сейчас мастер уже другой. Дело в том, что где-то в конце мая месяца мне позвонил Алик Минасян, глава армянской общины в Абхазии, который увидел и мой фильм, и увидел статью Елены Заводской, которая взяла у меня интервью сразу после Москвы. И он очень вдохновился. Я думаю, его все-таки вдохновило то, что это подарок католикоса Армении. И вот и такая идея ему пришла вернуть эту машину. С этой идеей он мне и позвонил. Я, конечно, обрадовалась этому звонку, потому что я поняла, что вот оно пришло. Пришло время. Он сказал: Манана, давайте попробуем вернуть. Я сказала, вот все, что в моих силах, я буду делать, давайте. Видимо, с этим же заявлением он подошел к нашему президенту. И... ну вот да, я знаю, что президент собирал бизнесменов, да, и вы, в частности, присутствовали, вы получили приглашение. О чем? О выкупе этой машины, да? Президент обращался к бизнесменам, к помощи бизнесменам. Расскажите, как вообще бизнесмены восприняли и о чем вообще была речь? Значит, это было всего лишь 2 недели где-то тому назад. Да, меня вызвали, и когда мы пришли за этот круглый стол президентский, там были все наши деловые предприниматели, и вот я. Но я хочу сказать, что наш президент, на мой взгляд, все очень правильно преподнес. Он сказал о том, что есть такое предложение, машину надо вернуть, но цена уже 60 миллионов этой машины. И что если мы напряжемся, то можно ее выкупить. Это было такое его предложение, а потом он дал слово нашим бизнесменам, всех выслушал. Ну, сразу вот хочу сказать, я внимательно слушала, кто-то сразу сказал: да, это интересно, давайте это сделаем. Кто-то стал сомневаться и говорить: слушайте, идет война, сейчас мы закупаем дроны, время очень серьезное, машина нужна, но сейчас... Ну, и мне очень понравилось, как наш президент резюмировал эту нашу встречу. Он выслушал всех и сказал, что да, я вас всех услышал, но машину возвращать надо. И что каждый из вас принимает решение, какую сумму он отдаст. То есть я не настаиваю, я не давлю на вас, сделайте, как вы считаете нужным. Таким образом началась вот эта история по возврату этой машины, ну, не только по возврату, а уже по собиранию. Дело в том, что вот Алик Минасян, это его заслуга, и надо это признать. Он 2 раза уже был в Подольске после нашего с ним разговора. Он летал 2 раза, и он разговаривал со всеми, с мастерами, с директором.
И пришли к такому выводу они, что мы собираем потихонечку средства, они приводят ее в порядок, и если Бог даст, то очень скоро границу КПП переедет легендарный Линкольн. И почему-то мне кажется, что это будет событие очень интересным. Вот я сейчас об этом говорю, и у меня уже какой-то оптимизм. Мне кажется, что это событие даст нам какую-то надежду на то, что вообще все будет хорошо. Скажите, вот не только бизнесмены, может быть, и простые жители нашей страны захотят, ну, внести свою лепту. Куда им обращаться? Я думаю, что очень скоро эта информация вот по поводу обращения, она появится. Дело в том, что вот после того, как Алик Минасян съездил в Подольск, мы заново сделали ролик двухминутный, где мы рассказываем немножко историю этой машины и призываем всех жителей быть сопричастными к этому. То есть любой человек вот может принять такое решение, вот я хочу в этом поучаствовать, он будет иметь такую возможность. А есть информация вообще, как часто Нестор Лакоба сам ездил за рулем? Он умел наверняка ездить за рулем. Это же его не служебный, это его не служебный автомобиль, да, это его личный. Эсма, ну вот если мы обратимся к архивным материалам, то у нас есть, я думаю, мы сейчас это покажем нашим телезрителям, где Нестор в этой машине разъезжал по всем селам и городам Абхазии. Надо сказать, что у Нестора было же несколько значит, водителей. Вот. И были у него внутренние водители и были внешние водители. И вот с одним из них, кстати, с внешним водителем я лично была знакома, Давлет Чантович Кандалия, который рассказывал, да, вот Нестор вот в такой представительской машине ездил. Я думаю, что совсем в село он на ней не ездил, но по все-таки... городу, да, Да. в Гудауту, может быть. Да. В Сухуме. Где все-таки будет храниться автомобиль Нестора Лакоба, если он все-таки попадет в Абхазию? Кто будет приглядывать за ней? Все-таки она, автомобиль нуждается в уходе все это время будет? Конечно, конечно, безусловно. Дело в том, что вот на том совещании, о котором мы только что с тобой говорили, был приглашен и глава Сухума Тимур Михайлович Агарба. И вот он пришел с готовыми уже документами по поводу чего. Машину все-таки считают, что она должна... это экспонат Лакобовского музея. Вы знаете, что музей Лакоба, он, несмотря на то, что он уже воссоздан, он все-таки не функционирует пока. Вот это будет один из его, я думаю, главных и значимых экспонатов. Но для этого, для машины нужно место. Дело в том, что в Лакобовском вот этом дворе, там, как вы понимаете, все разобрали, территории все захватили. И вот насколько я знаю, президент дал указание, чтобы вот для машины было выделено место, где ей построят стеклянный гараж, где можно в любой момент прийти и ее увидеть. Скорее всего, она будет под стеклом. И я думаю, что в самые такие знаковые, интересные события нашей жизни машина это будет возглавлять. Может быть, парады наши, да? Может быть, как вот День города Сухум был, вот несколько раритетных машин выставили на набережной. Ну, вот машина Нестора Лакобы, наверное, будет стоять во главе этой колонны. Это было бы здорово, чтобы вот возглавляла колонну вообще Победы вот Лакобовский Линкольн. Это было бы справедливо, и это было бы правильно. Знаешь, вот Эсма, многие могут сказать, вот и правильно, и справедливо могут сказать, ну зачем нам сейчас это надо? Ну правда, идет война, ну для чего? Такие деньги колоссальные, да, 60 миллионов.
вот эти 32 прошедших года, в котором мы живем независимым государством, все-таки можно было бы истории уделять большее внимание. Ну, например, почему до сих пор у нас нет могилы Килишбея, да? Вот, с другой стороны, кто нам мешает? Почему почему мы не ищем, не исследуем могилу самого Нестора, да? Почему, вот очень много почему. Но вот мне кажется, что пришло время, и вот сейчас вот этот первый прецедент с возвратом машины Лакоба, мы вступаем в какую-то новую такую фазу возвращения истории, или как-то по-другому, может, сформулировать, значимости нашей истории, чтобы мы, и не только мы, чтобы гости, которые приезжали, приходили, смотрели, увидели, что наша история очень интересна, что мы ее ценим, что мы ею гордимся. Вот такие вещи надо делать, вот, чтобы было именно то, о чем я сейчас сказала. Я бы еще, наверное, хотела подчеркнуть важность. Вот, ведь без прошлого нету будущего. На что мы будем опираться в будущем, если мы вот по крупицам вот так вот не будем собирать свою историю? Мы ведь все прекрасно знаем, что грузины нанесли нам большой ущерб, сожгли наш архив. Они до сих пор претендуют, да, на нашу территорию. Это же история, это же доказательство каких-то событий, которые были в нашей истории. Поэтому это очень важно. Сколько бы это ни стоило, 60 миллионов тоже не такие баснословные деньги, которые мы бы не смогли бы. Да, это не маленькая сумма, но и тем не менее, если мы все сложимся, я думаю, мы сможем эту сумму собрать. Я думаю, да, потому что, вот я забыла упомянуть о том, что второй приезд Алика Минасяна в Подольск, он повез уже первый взнос, уже оплачено 7 миллионов. Он собрали это наши абхазские бизнесмены, и не только абхазские. То есть народ откликнулся, и это уже здорово. Но, правда, впереди еще сумма большая пока. Но если мы вот так все немножко поднапряжемся, я думаю, мы осилим эту сумму. И вот сейчас ты как раз говорила, Эсма, о том, как это важно, да, вот наша история. Я хочу сказать, вот на какой день войны грузины технику подвели к архиву и к библиотеке Абиги, чтобы уничтожить. Вы посмотрите, первое, что они сделали, это уничтожение архивов. Что такое архив? Архив – это история. Уничтожая архив, они думали, что уничтожат нашу историю. Я должна сказать, что вот то, что сожжено было в Абиги, вот сейчас наши сотрудники Абиги потихоньку восстанавливают. Но поверьте мне, это очень долгий процесс. Я работаю с архивами, я работаю с указами, с протоколами, постановлениями, то, что у нас всегда было. Я сейчас не буду говорить, какими путями мы достаем эти архивы, это, наверное, никому не надо. Но сам факт, что как это важно, чтобы у тебя был документ, на базе которого ты что-то можешь сказать, понимаете? Не от себя тяну какую-то, а ты показываешь документ и какой-то факт называешь. Вот в этой связи возвращение нашей истории, оно очень важно, Эсма. И очень хотелось бы, чтобы возвращение этой машины, вот этот прецедент, он как бы дал развитие остальным вот таким прецедентам, и чтобы мы по крупицам восстановили то, что мы имели, а мы имеем очень многое. Так что я думаю, что вот это очень важный шаг. Манана, я благодарю вас за беседу. Я очень надеюсь, я прям верю, что мы все-таки сумеем соорганизоваться и вернуть эту машину, где ей и надлежит быть. То есть в Абхазию, то есть в Сухум. Спасибо большое за интервью.
да, машина все же вернется на место своей постоянной дислокации, город Сухум, музей Лакоба. Может быть, даже таким же образом, как привезли ее в первый раз, через порт. Вполне О. возможно. Это было бы очень хорошей преемственностью. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был подкаст «Обжираться». До свидания.